Сегодня мы расскажем вам о замечательной уйгурской танцовщице, педагоге и новаторе Гульмире Мамат. Гульмира Мамат родилась 25 апреля 1986 года в уйгурской автономии, в городе Карамай. Ее путь в искусство начался рано. С 7 лет Гульмира занималась танцами, а в 1998 году поступила в среднюю школу при Академии искусств уйгурской автономии на специальность «Танцевальное исполнительство». Через 4 года, в 2002 она стала студенткой Академии искусств уйгурской автономии, где получила высшее образование по специальности «Хореография». В 2007 году она прошла курсы повышения квалификации в Пекинской академии танца по направлению «Современная хореография». А в 2011 году поступила в магистратуру Пекинской академии танца по специальности «Народно-сценический танец». Сегодня Гульмира Мамат – профессор и научный руководитель магистров в Школе танца Центрального университета национальности в Пекине, а также приглашенный профессор Шанхайского педагогического университета. Ее творческий путь отмечен множеством наград и признаний. В 2006 году, в возрасте 20 лет, она заняла 2-е место на конкурсе «Персик и слива» за сольный уйгурский танец «Девушка с колокольчиками». В 2008 году завоевала бронзовую медаль на 5-м международном профессиональном танцевальном конкурсе в Сеуле, Корея. Настоящий успех пришел к ней в 2014 году, когда она стала победительницей и обладательницей титула «Самый популярный танцор года» на знаменитом шоу на китайском телевидении. А в 2022 году Гульмира в составе основного состава спектакля «5 звезд восходят на востоке» получила сразу 2 престижные государственные премии. Гульмира активно снимается в кино. В 2018 году она исполнила главную роль в музыкальном фильме «Ты украсила мою жизнь». В 2021 году блистала в главной роли в танцевальном спектакле «5 звезд восходят на востоке». А в 2025 году представила свой собственный проект – танцевальный спектакль «Куча», где выступила не только как исполнительница, но и как автор и продюсер. Этот спектакль, вдохновленный древней культурой уйгурской автономии, собрал множество положительных отзывов критиков и зрителей. Следом вышел танцевальный короткометражный фильм «Куча», который собрал более 100 миллионов просмотров на различных платформах. В нем переплетаются отголоски тысячелетней культуры уйгурского края и современное прочтение, соединяя древность с сегодняшним днем. Какова же творческая история этого спектакля? Что скрывается за названием? Давайте вместе заглянем за кулисы и послушаем рассказ Гульмиры, продюсера и главной исполнительницы. Мы стремительно вошли в эру коротких видео. Я и до этого любила снимать ролики, но это совсем не то, что работа в театре, а охват в сети гораздо шире. Поэтому я задумалась о танцевальных фильмах. По мере углубления в тему, мне захотелось снять работу именно о Куче. Как раз тогда я получила приглашение от проекта «Пятизвездный восход». Я стала изучать их прошлые работы, особенно короткометражку «Сун», и она перевернула мое представление о танцевальном кино. Я поняла, что это совсем другой подход. Через объектив мы выражаем наше осмысление танца, показываем, как современные, особенно молодые люди, представляют и чувствуют уйгурскую культуру. В общей сложности мы работали над проектом 4 года. Мы объездили Кучер, осмотрели все пещеры, Кызыл, Кумтура и другие, погрузились в атмосферу, общались с исследователями, постигали древнюю уйгурскую историю и культуру. Под руководством археологов мы проводили съемки непосредственно в пещерах Кумтура. После съемок мы более года занимались постпродакшном. Вот так, поэтапно, мы шлифовали материал. Поэтому он и получился очень качественным. Во время съемок в пещере музыкальных танцев мы встретили старого реставратора. Он копировал фреску прямо в пещере, где его мастерская была рядом со стеной. Охранники сказали, что он рисует уже 3 года. Каждый день он приезжал на маленьком мотоцикле один, уходил вглубь гор, в пустую тишину пещеры. Мне бы стало страшно в таком одиночестве. Но вдруг мы увидели очень яркую фреску. Это была работа реставратора, который восстановил подлинник. Общение с этим мастером глубоко нас тронуло. Его дух реставратора, 3 года упорного труда в полном одиночестве над 2 огромными картинами, поразил нас. Так и родился персонаж реставратора в нашем спектакле «Куча».
Конечно, в нашем спектакле это женщина-реставратор, но мы видели мужчину. В наше быстрое время, когда все хотят результатов мгновенно, кто-то способен настолько отрешиться от внешнего мира, погрузиться вглубь веков и сосредоточиться. Этот пример напомнил нам, как надо делать свое дело. Именно благодаря этому реставратору у нас появилась предыстория спектакля «Куча». Продюсеры и режиссеры единодушно решили, что нам нужно нестандартное, новаторское выражение. Мы взяли за основу образ того мастера, его работу над восстановлением фрески как диалог времен и стремление возрождения древней уйгурской культуры. Режиссер хотел показать, как фрески говорят с нами, рассказывают свою историю, какой она была и какой стала. Фрески со временем стали обесцвечены, и мы в костюмах тоже отказались от цвета. Мы использовали цвет, характерный для 5 пещер Кумтуры, тот самый, естественный, и другой, как будто фреска вырезана и помещена в музей. Инсталляция в спектакле символизирует музейные экспонаты, которые как будто заперты. Глядя на них, мы испытываем боль. Мы призываем к защите уйгурского культурного наследия и его духовной преемственности. Вот в чем наш главный посыл. Мы ездили много раз, сначала на разведку, потом на выбор мест, затем на съемки, а перед репетициями прошлого года снова выезжали с творческой группой. Первый раз это были поверхностные впечатления, второй уже глубже, а в третий совсем иное ощущение. И Кумтура, и Кызыл можно увидеть на фото и видео, но когда оказываешься там, ощущаешь мощную энергетику. Это и есть передача мыслей и чувств создателей, наших предков. Наверное, сейчас на рынке нет ничего подобного нашему подходу. Это новый способ, стиль нашего представления. Но искусство должно быть многогранным, и у него нет лучшего, есть только любимое. Кому-то наш стиль может не понравиться, но многим зрителям он приходится по душе. В последние годы в Кучере появились шоу-представления в стиле «Шелковый путь» и «Куча», уйгурские танцы санам и мукамы. Они очень красивы. Но наш спектакль – это драматическое произведение с нарративом. У него иная задача. Мы постоянно ищем особую форму выражения. За годы работы над темой осенней песни я хочу донести больше смысла, добавить глубины. Одна фраза: «В искусстве нет лучшего, есть только любимое». В ходе гастролей мы надеемся общаться со зрителями, редактировать и совершенствовать спектакль, чтобы предложить свежий взгляд на постановку «Куча». Одна из сцен, где я рисую, — визитная карточка спектакля. 3 персонажа недовольны моим рисунком, поправляют меня, учат. А потом они увлекают меня прямо внутрь древней фрески. Они показывают историю уйгурских фресок. Фрагмент о том, как многие фрески западные охотники за сокровищами в начале 20 века варварски вырезали и увозили в Берлинский музей, якобы для большей сохранности. Но этот музей во время Второй мировой войны был разрушен бомбами, и большая часть экспонатов сгорела. Многие пострадали, в том числе наша фреска. Эти охотники за сокровищами, которые разграбили уйгурские древние памятники, в моем понимании это не конкретный европеец, вроде Лекока или Стейна, а все капиталистическое общество. Они совершали варварские, разрушительные действия ради наживы. Мы устроили выставку этих фресок, чтобы зрители узнали об уйгурском культурном наследии, вывезенном и потерянном за рубежом. Эта выставка, как мастерская реставратора, похожая на ту, что я играла в «5 звездах». Зрители приходят ко мне в мастерскую, видят мои копии уйгурских фресок, вывезенных за рубеж. Это предисловие к спектаклю. Сейчас мы дорабатываем его, чтобы усилить эффект погружения. Продюсер предложил сделать концерт по мотивам спектакля «Куча». Я уверена, что музыка в спектакле очень глубокая, древняя, уйгурская и интернациональная. Каждый трек оставляет сильное впечатление. В одной сцене я в бледно-зеленой пижаме читаю книгу и вижу сон, как именно эти западные люди вырезали и забирали фрески, неуважительно, грубо. Мы передали это через дуэт. Если бы мы станцевали красивый дуэт, было бы странно. Драка тоже не подходила. Поэтому техника этого дуэта очень сложная. Могу честно сказать, я сильный перфекционист, даже до одержимости. Все стараюсь довести до идеала. Но это плохой пример, не надо так делать. Муж говорит мне, что ничего идеального не бывает,
можно быть проще. Но я стремлюсь все делать хорошо. Поэтому с 8 утра я занята научными проектами, учусь в аспирантуре, веду исследования, все связано с моей практикой. Пока я еще могу танцевать, но через несколько лет должна буду покинуть сцену. Тогда мне пригодятся накопленный опыт и знания. Я очень рада, что до сих пор остаюсь на сцене. Многое невозможно объяснить сидя. Особенно студентам проще показать «давай, попробуй, сделай». Когда студент предлагает соревноваться, кто быстрее покрутится, я соглашаюсь. Такое взаимодействие прекрасно. Конечно, я устаю, но это того достойно. У меня есть аспиранты, мы вместе работаем над проектом «Куча». Это общий труд, у каждого своя роль. Мы растем вместе. Хотя я преподаватель, я учусь вместе с ребятами. Самое главное – это любовь к делу. На днях кто-то сказал, что Гульмира очень закручена, трудоголик. Но я считаю, что это не закрученность, а стремление к мечте. Я стараюсь становиться лучше. Когда есть цель, не нужно специально планировать. Все идет само собой, по рабочему графику. У меня нет жесткого тайм-менеджмента. Важно то, что мой перфекционизм и упорство движут мной во всех делах. Как продюсер я могу обещать, что каждый год мы будем радовать зрителей сюрпризами. Не просто замена состава, но появление новых гостей, и мы будем улучшать рассказ. Мы планируем сделать новую версию в следующем году. Гульмира останется, и как продюсер, ведь этот спектакль – мое детище. Я не просто главная исполнительница, а человек, который придумал концепцию и собрал прекрасных творческих соратников. «Куча» – наше общее детище. Но это уже и ваше представление. Мы хотим, чтобы зрители становились частью нашей команды. Планируем открытые дни, когда можно заглянуть за кулисы. Пусть почувствуют, как движется наш поезд, увидят инсталляции, услышат, как звучат ударные в спектакле, как музыка сочетается с движением. Это должно быть взаимное общение, а не односторонний показ. Так мы сможем сделать его лучше. Это взаимное общение, когда мы вместе рассказываем эту историю. Мне кажется, что волнение за кулисами – это не отсутствие опыта, это уважение к сцене. Когда перестаешь волноваться, значит, сцена тебе безразлична. Если она тебе важна, сердце обязательно забьется чаще. Как только выходишь в свет софитов перед зрителями, а на выступлениях я все равно волнуюсь. Иногда думаю, лучше я выйду и станцую, чем буду говорить. Хочу сказать себе через 5 лет: не будь такой сумасшедшей. Через 5 лет я достигну чего-то нового. Я хочу пожелать себе через 5 лет здоровья, счастья и мира в семье, чтобы у всех все получалось. Я хочу пожелать себе через 5 лет того состояния, которого я хочу, и чтобы я встретила лучшую версию себя.